Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск. Сегодня в начале о главных событиях. Трудно переоценить значимость этого издания. В свет вышел третий том толкового словаря остинского языка. Видный ученый, достойный гражданин. Сегодня юбилей автора множества научных работ, патриота Родины Азы Кокоевой. Площадка объединила участников 13 стран. На фестивале национальных театров в Чечне югостенские артисты представили «Черную уборку». В свет вышел третий том толкового словаря остинского языка. Над изданием проведена большая кропотливая работа. Группа югостинских ученых собирала материал в течение нескольких лет. В целом работа над созданием важного проекта началась еще в 60-х годах прошлого столетия и включает в себя 4 тома. Словарь в полной мере отображает богатство остинского языка и рассчитан на широкий круг читателей. Стелла Бязрова продолжит. Выход в свет третьего тома толкового словаря остинского языка – это, несомненно, значимое событие в научной жизни Осетии. Словарь издан московским издательством «Наука» тиражом в 1000 экземпляров. В целом, научно-популярное издание предполагает быть 4-томным. Над третьей частью работал языковед Валентин Цхавребов, который, к сожалению, не успел дождаться результатов своего труда. Издание рассчитано на самый широкий круг адресатов, при этом серьезно интересующихся осетинским языком. Менаши карточката кахуна, ахам карточката цафстой, значит, all нахасан, хома дает авто достоверность кахуна, пшемай нахасуфала, я не соню, что аю бостакома, верит, сахаркутой, кадар, отсместа, кадар, дармандар, жанр, костера, Dışlar buldum efendi zaten prezidentler bunu stoptu farasta. Yaşarım bile. Aslında kunarda tabunda росчинникler da tutaydı. O şey ровно. Каждый из 3 вышедших в свет томов толкового словаря остинского языка подготовлен группой ученых Южной Осетии под общим руководством ныне покойного профессора Николая Габараева и редакторством научных деятелей при научно-исследовательском институте имени Захара Ванеева. По словам директора института Роберта Гаглоева, большую работу в подготовке третьего тома проделала корректор, сотрудник научного института Заира Бежанова. Koştu diyorlar dokusta bana evde koştu zorunluydu bu feşeron bir amanlar bejant zoyrandır mavcunucu renadar hayadrosta kozoterina zonuterina umanlar stirbuznu ma ofta etacı kuna muhana han specialiste gerçekten bana каждый расскажет бахускану вот ofta на это розно ношапин. Материал для словаря скрупулезно собирался на протяжении нескольких лет. В книгу вошли наиболее важные употребительные слова. В ней содержательно отражено фразеологическое богатство осетинского языка. В целом, значимость толкового словаря остинского языка трудно переоценить. По словам Гаглоева, не каждый народ может похвастаться подобной научной работой. В осетинской лексикографии словарь отражает широкие пласты от просторечных слов до специальной лексики. Официальная презентация третьего тома толкового словаря пройдет в октябре. Ее приурочат к юбилею профессора Николая Габараева. Работа над созданием важнейшего проекта началась еще в 60-х годах прошлого века при деятельном участии нескольких поколений югостинских ученых. Предыдущие 2 тома вышли в 2007 и в 2011 году. По словам Роберта Гаглоева, в настоящее время идет работа над изданием 4-го заключительного тома. Стелла Бязрова, Азамат Кодзев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. По инициативе и поддержке МИД Республики на Кельтском перевале в Южной Осетии на высоте 3112 метров развернули флаг Венесуэлы. Восхождение посвящено 15-летию признания государственной независимости Республики Южная Осетия Боливарианской Республикой Венесуэла. В акции приняли участие члены студенческого клуба «Аполлон» при Госуниверситете и сотрудники ОМОН МВД. Напомним, Венесуэла стала 3-й страной после России и Никарагуа,
признавший независимость Южной Осетии. Сегодня свой юбилей отмечает доцент кафедры истории Осетии и кавказоведения Аза Кокоева. Видный ученый продолжает плодотворную деятельность в качестве старшего научного сотрудника отдела истории и этнологии Угостинского научно-исследовательского института. Преподает в Госуниверситете имени Александра Тибилова. Аза Багратовна снискала уважение не только на профессиональном поприще. Коллеги отзываются о ней как о чутком, добром, внимательном человеке. О научном и жизненном пути активного общественного деятеля Осетии расскажет Оксана Джуева. Сегодня 80-летний юбилей отмечает человек, который в особом представлении не нуждается. Видный ученый, активный общественный деятель, автор многих научных работ, истинный патриот Осетии Аза Багратовна Кокоева. Много лет она занимается изучением погребальных обрядов осетин. Родилась Аза Кокоева в селе Сарабук Цхинвальского района. Детство девочки прошло в деревне. По окончании средней школы она поступает в Юго-Осетинский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет. Обобщив результаты многолетних изысканий, в 2015 году Аза Кокоева представила к защите кандидатскую диссертацию на тему «Погребальный обряд осетин как этнокультурный феномен». Защита прошла успешно в Северостинском государственном университете. Этнографии спецификов таума кумарош пошекем. Хавай каума хажар мафасу бирахот похамбойда фистагашава. Слугу моголчива слугу мага. Нусна хасуш хаттактан филай. Кокуй то зоиш хаттага химаройсто. Якось та бокуй то збаракуй то ирунр да такой хустой рестунок автошагот ирестун да рох то сармобунчиник тенгохчок охотгачинегу. В 2018 году Азе Кокоевой присвоено звание доцента кафедры истории Осетии и кавказоведения. С 2000 года по настоящее время Аза Багратовна является старшим научным сотрудником отдела истории и этнологии Юго-Осетинского научно-исследовательского института. Научную работу она плодотворно совмещает с педагогической деятельностью. Она старший преподаватель кафедры истории Осетии и кавказоведения Юго-Осетинского государственного университета. Я зонжнят дадикхан студентима зондун институт дар курс у профессор. Доктор Маисмен Всетавдженис. У Азы Багратовны много почетных наград и многочисленные поощрения и благодарственные письма. Она умеет поддержать в трудную минуту и словом, и делом. Особо отметим, что по жизни героиня нашего материала никак не соответствует сложившемуся в мире образу суховатого ученого-историка. И тем более человека, который глубоко и серьезно занимается исследованиями таких, по сути, тяжелых, скорбных тем, как похоронно-поминальная обрядность, ритуальность погребений, представление о загробном мире, поминовение усопших и других сопутствующих вопросов. Напротив, это жизнерадостная, приветливая женщина в окружении большого круга друзей, коллег и знакомых. Ей присуще глубокое чувство юмора, она скора на летучие эпиграммы и меткие ироничные замечания, но которые всегда выдаются с доброй смешинкой, пронизанные дружеской улыбкой и искренней симпатией к адресату. Человек, она необыкновенный. Очень участливая, очень добрая. Она всегда, как это сказать, всегда готова прийти на помощь, протянуть руку помощи, всегда в курсе твоих каких-то проблем и пытается их всегда решить. Она как человек необыкновенный. Сегодня, отмечая юбилейную дату в такой насыщенной и интересной жизни, Аза Багратовна неизменно дружелюбна и внимательна к окружающим. Она горячо разделяет радость народа и желает мира и процветания родной Осетии. Оксана Джуева, Арсен Гасиев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Запуск национального туристического портала в целях знакомства жителей и гостей республики с достопримечательностями Южной Осетии продолжился установкой рекламных баннеров с изображением красивейших мест республики на одной из столичных улиц. Баннеры носят информативный характер, а также стали украшением улицы. Яна Плеева с подробностями. В рамках разработки и запуска национального туристического портала на улице Октябрьской установлены баннеры с изображением самых популярных и красивых мест Южной Осетии. Решение Министерства экономического развития о размещении баннеров именно на этой улице в первую очередь связано с тем, что по количеству пешеходов Октябрьская превышает показатели остальных улиц города. На ряде улиц города Цхинвал
установили баннеры. После этого в основном Красной улице Октябрьская, где изображены съемки именно тех локаций, которые снимались видеографами. Здесь такие локации, как Керчское озеро, там есть церкви, святилища, озера. Туристический портал разработан Министерством экономического развития республики и запущен в этом году. На сайте будет вся необходимая информация о возможных вариантах отдыха в Южной Осетии. В дальнейшем на портале будет размещена информация гидов, проводников, экскурсоводов, гостиниц, которые работают по территории Южной Осетии. Внизу баннера расположен с правой стороны QR-код для молодежи, которые могут, отсканировав QR-код, сразу же попасть на портал. Также внизу под каждым баннером название объекта, название локации, где это снято, и чтобы для отдыхать, для людей, для народа было проще понимать, что где находится. Работа над созданием портала началась в 2023 году. Над визуальным рядом работали видеографы из Северной Осетии. Как еще было отмечено, цель не только туристам показать красоты нашей республики, но и заинтересовать местное население. Мы хотели показать не только на сайте красоту Южной Осетии, но еще и воочию для жителей. Не все взрослые люди имеют возможность зайти в интернет. Это не всегда удобно. Разработчики использовали опыт наиболее посещаемых туристических порталов разных стран, а в процессе наполнения контентом принимали участие эксперты в области истории, этнографии, культуры Осетии. Яна Плиева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Для сотрудников отряда милиции особого назначения проведены плановые занятия по огневой подготовке. Турнир по стрельбе собрал 6 команд, среди них и участники Дзауского района. Бойцам предстояло выполнить упражнения в виде эстафеты. Стрельба велась по 3 мишеням с разных позиций. Победитель определен по наибольшему количеству баллов. Подробности далее. В соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Ярыгина приняли участие оперативные и моторизованные роты, а также бойцы ОМОН Дзауского района. За звание лучшей команды турнира бились 6 команд, из которых определился наибольшему количеству набранных баллов по результатам всех упражнений. Alla disciplinen där rasteg rusahi boshattek, no ima ebersnadi rasteg, шамес командата сахи бошаттек оттик. Маджуди хсаз упражнений даст. Фетчаг бунненже одис классический стиль башхунами, омоторна куту на растеге на перемешенете. Бог буннен живди растагима одис чахамит перемешенете таш дархозатта жуди хамшдарта не застадек как. Бойцам заранее провели инструктаж по соблюдению мер безопасности, после чего бойцам объяснили условия и порядок выполнения упражнений. По условиям турнира участник, нарушивший меры безопасности, снимался с соревнований. В ходе занятий бойцы спецподразделения провели контрольные стрельбы, а упражнения выполнялись в виде эстафеты. Стрелки отстрелялись по 3 мишеням с разных огневых рубежей и с разных позиций, стоя, с колена и лежа. В результате соревнований были определены победители в командном зачете. Также выявлены победители в индивидуальном зачете. Фетчаг бенаталже, пошли фетчаг оперативный рута. Диккак бенатали диккак оперативный рута, артиккак бенат бочахста жава команда. Личный ведесте фетчаг дуэ бенат бочахстой. Фетчагам оперативный рута представителта, ма артиккак бенат бочахста диккак оперативный рута представитель. Занятия по огневой подготовке плановые проводятся ежегодно согласно приказу о боевой подготовке, изданному министром внутренних дел. Целью занятий является усовершенствование навыков огневой и тактической подготовки, а также слаженное взаимодействие бойцам отряда. Алена Утаева, Регина Черткоева, Сармат Гузитаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.
Артисты Югостинского госдрамтеатра представили спектакль «Черная бурка» на фестивале национальных театров в Чечне. Крупнейший театральный форум, содействующий формированию единого культурного пространства и укреплению связей национальных театров в России, собрал участников из 13 республик. В течение недели зрители будут знакомиться с национальным колоритом стран-участников посредством действа на сцене. Подробности узнаем из материала Агунды Губозовой. Южная Осетия принимает участие в крупнейшем театральном фестивале в Чеченской Республике. Государственный драматический театр республики представил на суд зрителя спектакль «Черная бурка» в постановке режиссера Казбека Джейлиева. Фестиваль Федерации, который сейчас проходит уже 5-й раз в городе Грозном, я думаю, что является одним из самых действительных фестивалей, потому что сюда приезжают лучшие спектакли регионов России. Я еще раз подчеркиваю, потому что отбор идет в Союзе театральных деятелей и отбирают только лучшие спектакли со всех регионов России. И здесь уже происходит их обсуждение, показывание зрителя и знакомство, конечно, артистов друг с другом, режиссеров и директорских компаний. Работа режиссера Джейлиева и югостинской труппы ярко и нетривиально донесла до зрителей то, что гложет человечество с начала создания мира. И любовь, и ненависть, и страх, и безразличие, и предательство, и верность. Режиссер попытался донести до зрителя некую расшифровку и, в общем-то, не прогадал. Постановка, как и предполагалось, произвела на чеченского зрителя неизгладимое впечатление. Мы показывали этот спектакль уже здесь, в Грозном, во время Дней культуры Республики Южная Осетия в Чеченской Республике, и тогда он произвел определенное впечатление на зрителя, и после этого был разговор уже о том, чтобы пригласить этот спектакль на фестиваль Федерация, что мы и сделали. Фестиваль – это одна из театральных жемчужин, ценность которой заключается именно в том, что он объединяет людей. В течение 7 дней на масштабном культурном мероприятии представят 13 спектаклей, что даст зрителю возможность знакомства с национальной драматургией разных стран. Для нас большая честь выступать на этой прекрасной сцене, очень теплой сцене. Вот еще даже не начались репетиции, мы уже как-то почувствовали прекрасную атмосферу в театре. Это говорит о том, что в театре живут, работают, трудятся во благо искусства прекрасные люди. Фестиваль также предполагает и мастер-классы для интересантов, лабораторию режиссеров национальных театров, творческие встречи, режиссерскую дискуссию, ежедневный консультационный пункт по сценической речи под руководством профессора Ирины Автушенко, а также семинар для руководителей национальных театров. Худрук Госдрамтеатра Тамерлан Зуцев считает, что фестиваль стал ярким примером того, что роль искусства в объединении народов велика. Агунда Губозова, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике ясно. В Знаурском районе днем плюс 32, ночью плюс 24. В Цавском районе днем 30 градусов тепла, ночью плюс 20. В городе Квайса днем плюс 28, ночью 19 градусов тепла. В Ленгорском районе днем 30 градусов тепла, ночью плюс 21. Столица республики в Цхинвале днем плюс 31, ночью 22 градуса тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.